В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. У школьников республики продолжаются летние каникулы. Особое внимание уделено детям из 7 участников СВО и из пострадавших от паводка районов. Как организован детский отдых в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». Гостья в студии сегодня директор центра Варвара Васильева. Варвара Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, какие основные программы и мероприятия предлагает Центр «Сосновый Бор» и для детей во время летнего сезона. Немного расскажу о центре и потом расскажу про республику в целом. Да? Почему? Потому что наш центр как раз-таки занимается планированием, стратегией и вообще ведением деятельности по всей нашей республике, во всех наших летних лагерях и площадках. Наш центр как раз-таки имеет две площадки летние. Да? Это площадки, которые открываются только в летний период. Это детский загородный лагерь «Кескиль» и «Энергетик». Кроме этого, у нас еще наш свой собственный круглогодичный центр – это «Сосновый Бор». Всего за летний период 2025 года на наших базах было проведено 9 профильных смен. Все профильные смены имеют название. И расскажу, наверное, о 2-3, которые были очень интересны для детей. Первая смена, которая была, она была посвящена столетию как раз-таки Артека. Смена называется «Привет, Артек». Было очень много детей, которые как раз-таки хотели и мечтали, и ездили в Артек, да. И самым кульминационным была эта встреча как раз-таки с артековцами, которые были в разные периоды, и что у них осталось в памяти, кем они стали. Вот это было самым важным моментом, когда мы говорили о смене «Привет, Артек». Следующая смена, это у нас смена была в лагере «Кескиль», это смена легенды танцев. Да. Здесь как раз-таки работали хореографы, обучали детей разнообразным видам танцев и так далее. То есть это была творческая смена, на которую пришли ребята, которые хотели научиться танцевать. Следующая смена, которая была у нас в «Энергетике», это 2 смены подряд Центра «Воин». Дети обучались как раз-таки военной тактике, управлению БПЛА, и спортивным направлением. Почему? Потому что как раз-таки после данных смен были проведены отборы для участия дальше на федеральном уровне в конкурсе «Путь воина». И буквально сегодня у нас прошел разъезд еще одной очень интересной смены. Она была проведена у нас впервые на территории нашего лагеря. Это будущие дипломаты и инженеры будущего. Это была международная смена, куда приехали дети-гости из Белоруссии, из Узбекистана, из нашей Российской Федерации в том числе. Детей было достаточно много, и причем интерес у нас был в том, чтобы мы обучали детей не только дипломатии, но еще быть творческими. Мы сделали симбиоз 2 программ, но об этом я тоже потом могу рассказать, какие это были программы. Тогда расскажите про цели и задачи, собственно, в области организации отдыха в центре. Цели и задачи – это, во-первых, мы должны, чтобы дети отдохнули в нашем центре. Отдых должен быть у нас разнообразный, не только, например, спортивная направленность, технологическая направленность, да, но и второе – это у нас получается как раз-таки оздоровление. У нас очень хорошая система оздоровления, очень хорошо работает медицинский блок, могут прямо на входе сказать, какие могут сопутствующие болезни быть, и что-либо подправить. То есть мы для себя во время летней оздоровительной кампании обязательно даем определенные направления для роста наших детей, для того, чтобы они подправили здоровье. И самое важное, чтобы они могли потом выйти со стен наших лагерей вообще оздоровленными за летний период. Летний период у нас очень короткий, это всего лишь 3 месяца, но в Сосновом Бору мы успеваем провести 4 смены у себя на базе. Да? А 4-я смена как раз когда стартует? 4-я смена у нас стартует 11 августа. Она у нас тоже очень интересная. Это будут как раз-таки итоги летнего периода. Приедут дети, которые обучаются по программам Российского движения детей и молодежи. Это будет сборная смена, которая как раз-таки будет говорить о том, как прошло лето у наших детей по всей республике. А в следующем году известны ли программы или вы как-то уже... С 22 августа, как раз-таки во время августовского совещания, мы будем говорить о начале как раз-таки отборочной кампании для того, чтобы могли быть партнеры, которые могут участвовать в наших образовательных программах и наших сменах. А какой вообще охват детей летним отдыхом? По всей республике у нас охват детей – это порядка 60 000 детей. Это все детские лагеря, площадки, это
буквально все те, кто занимается летним отдыхом, оздоровлением, их порядка 466 в реестре было в этом году. Из них мы оздоровляем вот в данный период даже, да, и это 60 тысяч детей по нашему плану. Мы планировали в начале лета, всю зиму планировали, да, ну и получается, сейчас мы идем планомерно к тем результатам, которые мы для себя поставили. Но кроме этого у нас еще есть такое понятие, как занятость малозатратными формами. Это однодневные лагеря, это однодневные мероприятия, которые мы тоже учитываем. Это выезды с родителями. Их у нас порядка 153 тысяч детей, которые должны как раз-таки принять во всей этой сфере отдыха, оздоровления. По нашему же лагерю это мы всего лишь отработали 9 профильных смен, ну и вот начнется 9-я, то есть, да, 8 профильных смен. И у нас 1200 детей с хвостиком, если быть точнее, 1213 детей. Мы оздоровили за этот период. Ну и еще ждем на нашу смену, которая будет с 11 августа, 128 детишек. Ну и параллельно у нас еще идет в данное время смена, которая идет в энергетике, это энергетики лета. Туда у нас заехали дети по 3 программам. Это программа Российского движения детей и молодежи, это программа «Воин» и программа как раз-таки для детей, которые находятся в наводненных районах нашей республики. Это вы так коллаборацию такую устроили? Где-то Да. в центре Соснового Бора, где-то вот в лагере энергетик. Да. Мы такие коллабы очень любим. Почему? Потому что как раз-таки можно видеть, не все идет по одной направленности, а ребенок может выбирать что-то спортивное, что-то военно-патриотическое, что-то творческое. А в будущем планируется ли увеличить численность вот детей? В следующем году как раз-таки мы с 2024 года как регион выигрываем очень интересный конкурс, федеральный проект, в котором участвуют практически все районы и улусы, которые имеют стационарные лагеря. Это конкурс по быстро возводимым модульным корпусам. То есть у нас будет возведено в энергетике на еще 200 мест, плюс тому, что мы имеем 250, это будет 450 детей, да, мы как раз-таки будем говорить об увеличении новых мест в летних лагерях. Кроме этого, у нас уже открылись, это лагерь «Спутник» в городе Якутске, лагерь Ильгяй в Мегино-Кангаласском улусе, и планируется открытие таких лагерей до 2028 года. А какие вообще возрастные группы детей могут тут воспользоваться центром? Вообще по порядку, который у нас есть по республике, у нас могут воспользоваться не только в нашем центре, а во всех лагерях от 6,5 лет до 17 лет 11 месяцев. То есть получается ребенок, который пошел в школу в 1 класс, ну и 11-классник, который как раз-таки выпускается со школы, он может прийти на все наши программы, которые есть по всей республике и которые есть у нас. А каков процесс вообще формирования летних смен? И только ли летом это происходит или в лагере круглогодично? У нас, например, Сосновый Бор, он круглогодичный. На летний период мы объявляемся в виде партнерских программ. Ну и вообще в течение всей нашей вот смены, которые проходят круглый год, мы объявляем такие партнерские программы. Чем еще хорошо партнерские программы? Мы, например, у себя в центре даем мягкие навыки. Это, получается, дети учатся говорить, танцевать, рисовать, заниматься творчеством. То есть они себя позиционируют как творческие личности. А вторая часть образовательной деятельности, это у нас получается конкретно твердые навыки, которые дают нам профессионалы, которые идет в партнерской сетке. Да, и эта партнерская сетка, она у нас очень большая, начиная от наших своих региональных программ, заканчивая федеральными программами. А какие вообще критерии используете для разработки? Во-первых, это интересность, да, интересность направления. Вот самое нас интересующее, это то, чтобы было интересно для ребенка. Тем более мы стараемся сделать программы, подобрать профильность для того, чтобы было интересно для социально-экономического развития нашего региона. Зачем это мы все проводим, если мы ничего для региона не делаем? То есть мы знаем, что есть дефицит таких-то специалистов, мы знаем, что профильные специалисты у нас сильно не задерживаются. И таким образом мы стараемся, чтобы вот те профильные смены, которые проходят со специалистами, с твердыми навыками, они были полезны для наших детей. И каждый ребенок, который себя нашел в профессии, мог бы вернуться к нам, в нашу республику. А есть ли какая-нибудь вот особенность именно вот вашего подхода отдыха вот, по сравнению с другими центрами, например? Но если взять, вот, например, буквально вчера вот и сегодня у нас разъезд, это федеральная смена, это международная смена, да. Очень много людей приехали как раз-таки, кто имел опыт проведения таких федеральных смен на уровне океана, Артека. Конечно, мы с ними не сравнимся, но, оказывается, у нас была своя изюминка. Это то, что мы сделали коллаб твердых навыков и мягких навыков. Обычно в таких центрах дают только мягкие навыки.
Да, и, например, буквально совершенно недавно к нам приезжал директор федерального центра «Смена» и Валерий Игорь Валерьевич, то есть, простите, да, Игорь Валерьевич, он как раз-таки это тоже подметил, что мы, оказывается, развиваемся в двух направлениях. Они же только могут развивать, например, только твердые навыки, как центр, да, а мы развиваем и твердые, и мягкие навыки. Ну и еще система оздоровления, которая у нас имеет очень большой опыт и имеется очень большая база как раз-таки медицинского оборудования, которое может пойти для наших детей на пользу. А вот мягкие навыки это вот какие? Интеллектуальные, да, более? Нет, не только интеллектуальные, это творческие направления, да, это танцы, песни, театрализация, например, скажем, да, что-то уметь делать руками, развитие моторики, очень много того, чтобы они могли говорить, ораторского искусства, могли вместе выступать, командообразование. Вот это все относится к мягким навыкам. Ну, креативное мышление, критическое мышление, это тоже относится к мягким навыкам. Тогда что к твердым относится? А твердым у нас относится то, что относится к производству. Наши дети очень часто выезжают, там, например, скажем, на те производства, которые идут у нас в партнерской сети. Если ты хочешь быть, например, судоводителем, ты идешь куда? В Жатайскую судоверфь, например, да, и там у нас происходит полностью образовательная деятельность. То есть мы в этом отношении работаем как раз-таки с колледжем, который в этом направлении развивается. Если мы хотим, чтобы ребенок у нас был авиапилотом северных авиалиний, то мы работаем с кем? С авиакомпанией «Полярные линии» и «Якутия». То есть вот все это вместе развивается, все это вместе как раз-таки коллаборируется. Но если ты хочешь быть дипломатом, то ты работаешь по программе «Будущий дипломат». И ходишь на все вот эти светские рауты и разговариваешь о дипломатии между собой. Практика такая получается. Да, это получается вот твердые навыки, это как раз-таки практическая часть, которой очень нам иногда не хватает. Как вообще обеспечивается безопасность в центре во время вот летнего отдыха? Ну, не только в летний отдых, нас проверяют постоянно. Прежде всего, безопасность — это антитеррористическая защищенность. Мы даже репетируем у себя, как это может быть. Это пожарная безопасность, это охрана труда. Со всеми детьми, которые выезжают, приезжают, уезжают, проводятся постоянно такие инструктажи, да, и наши дети прекрасно знают, чего нельзя делать. И даже как одеваться для того, чтобы спускаться в столовую. То есть те или иные у нас есть правила и законы, которые они должны соблюдать даже внутри нашего центра. Не говоря уже о том, что происходит за территорией лагеря. Расскажите про отзывы родителей и детей о проведении вообще времени в центре. Может быть, как вы учитываете их мнение для улучшения работы в будущем? Отзывы, конечно, нас всегда радуют, когда они положительные. Но иногда радуют еще и те, которые бывают отрицательные, адекватные отрицательные, да. И когда мы видим такие отзывы, то это для нас становится точками роста. Мы хотим развиваться и, конечно же, показать, что мы можем это сделать. И для этого для нас происходит как раз-таки разные стратегические сессии, и мы начинаем общаться на тему, чего можно, чего как сделать, так, чтобы это было хорошо для наших родителей. Конечно же, вот положительные отзывы, которые нам даются, это бальзам на душу. Спасибо, Варвара Альбертовна, что сегодня к нам пришли. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.